Меня зовут Яэль Тукачинский. Я живу в настоящее время в городе Кирьят-Моцкин в Израиле. И вот то, о чем я хочу рассказать, это моя соседка, которая жила у меня где-то в 2000 году. Она была моей соседкой, она жила на съеме на моей лестничной площадке. Звали ее Анечка, ну, в общем, еврейское имя ее было Хана, а отца ее звали Лейзер. И это, в общем, все, что я знаю, потому что, ну, вот с тех пор, как она скончалась, я делаю ей, ну, все, что можно сделать за упокой. Так вот, я знаю имя ее отца, поэтому, а имя ее, фамилия ее у меня не сохранилась в памяти. Она была из Западной Белоруссии родом, вот, и когда пришли фашисты, они в их местечко, да, а мать ее была портнихой, женскую одежду шила. Отец ее занимался извозом, у него была лошадь, у него была телега. В каком они жили населенном пункте? Даже понятия не имею. Не Если даже она и говорила, то я это не запомнила. Не запомнили, да. Мне это все равно было, я же никаких мест там не знаю, никогда в жизни не была в Белоруссии. Значит, отец его был извозчиком, он имел лошадь, имел телегу и возил кого куда надо, и внутри этого местечка, и в другие места вокруг. Вот. Как я поняла, они были в очень хороших отношениях с окружающим населением, к ней приходили белорусы окружающие, у нее обшиваться, у ее матери, она хорошая портниха была, они у них покупали там чего-то, все были в хороших отношениях, сколько она рассказывала. Но она была маленькой девочкой, сама мало что помнит. К началу войны ей было 5 лет. Вот, когда пришли фашисты в их место, они спрятались у себя на чердаке, где были немедленно найдены, вытащили их во двор. И, в общем, всю семью ее тогда же и убили. Она мне рассказывала, это очень страшно, то, что она рассказывала. Она же сама сумела сбежать и спрятаться. Спряталась она, и она пряталась в лесу. Она пряталась в лесу и выходила по ночам на поля и на огороды, и там рыла пальцами, рылась в земле, в попытке найти что-то съестное. Главным образом, она говорит, что это была либо репа там, либо лук. Вот она это прям так и ела, причем она, говорит, вместе с землей ела, что так быстрее насытишься. И это продолжалось какое-то время, пока однажды она откопала что-то, вырыла, смотрит, а перед ней стоит мальчик. И этот мальчик ей говорит: ты голодная, пойдем, мама тебя накормит. И она даже не задумываясь, за ним пошла. Она была голодная, и она не задумываясь, за ним пошла, ничего уже не боясь. Я у нее спросила тогда, говорю, ты вы не боялись, что он вас даст, например? Она говорит, я ни о чем не думала, только вот, что он мне сейчас есть даст. И она пошла за ним. Этот мальчик оказался сыном местного дьячка. Местного, то есть я не знаю, какого места, и она сама тоже не знает. Она бродила там с места на место. Она, значит, пошла к ним домой, отец его оказался дьячком. У него было, как она выразилась, куча детей, это я не знаю сколько. И часть из этих детей были рыжие. И она была сама рыженькая, она была маленькая и рыженькая. И он говорит, что она думает, что по этой причине он ее к себе взял. Он ее взял и, как она выразилась, смешал со своими детьми. Более того, там был какой-то ребенок с интервалом в 2 или 3 месяца от нее, то ли плюс, то ли минус. Так он им велел, если будут спрашивать, сказать, что они близнецы. Даже так. И вот она у них пробыла всю войну. Она пасла там, у них коза была, она пасла их козу, она там помогала по хозяйству хозяйке, и она выжила, причем, разумеется, все вокруг в деревне в этой знали, сколько у их дичка детей, и кто там прибавился или нет, но никто не выдал. Никто не выдал. Это само по себе бесценно, я считаю. И она выжила до конца войны, потом пошла искать семью, никого не нашла. Но, тем не менее, вот она там выросла и замуж вышла, и вот в Израиль переехала, и в Израиле скончалась на Святой Земле, что в моих глазах не может быть ничего лучше. И это все благодаря этому дьячку. Вот мы, к сожалению, не знаем его имени, но все равно, я считаю, святым долгом... Всем людям, которые, зная, что они себя ставят в страшную опасность, были готовы это делать, чтобы спасти человека. И вы говорили еще, вы знали человека, уцелевшего на наших землях? В Белоруссии? Да. Я слышала, была еще одна женщина, она в синагоге была, она, много лет мы с ней общались. Как же ее звали сейчас, надо вспомнить, как ее... Сара ее звали. Она просто как по-другому себя произносила, но звали ее Сара.
Сара ее звали, да. Она уже старая, с этим женщина была. Она была девушкой, когда война началась. Она давно уже скончалась. Девушкой была, когда война началась. У нее всю семью уничтожили. Никто из семьи не остался. Она бродила там по лесам. И, извините, она бродила по лесам, она рассказывала. И находила... Один раз она нашла своего брата, замерзшего насмерть там. Один раз она обнаружила еще какого-то своего родственника, тоже мертвого. Ну, в общем, она страшные вещи рассказывала. Там она находила трупы в этих лесах своих знакомых, соседей, родственников. Вот так. Она была вместе со своей сестрой, младшей, по-моему. Сестра была младшая, да, она ее опекала. И вот они там бродили. И периодически выходили в разные места, и они иногда воровали еду в доме, иногда просили, и шли к следующему месту. Вот так. В каком-то месте они задержались долго, их поместил хозяин места, поместил их на сеновал. Они там в соломе прятались от холода, это было очень ценно. И выходили только ночью в дом, и тогда он их кормил. Хозяйка была сильно против, смотрела на них очень по злому, была уверена, что из этого семья пострадает. Ее можно понять, конечно. Но хозяин вот держал их довольно долго, несколько недель даже, пока в один прекрасный ночь он и сказал, что соседи видели, так что давайте лучше уходите от греха подальше. И они ушли в следующее место. И вот так они шли в сторону советской армии, надеясь перейти там границу, и что там будет их спасение. Такая была идея. Вот так они прокочевали, в общем-то, всю войну и действительно дождались. Пока не пришла советская армия. Да, и действительно дождались, и действительно вот выжили. То есть несколько лет вот так вот из дома к дому. Бродили с места на место. Она говорит, даже больше того, как-то раз они спрятались в сарае и думали, что их никто не видит. Но когда они потом хотели уходить под утро, то они видят, им оставили около порога, оставили им кусок хлеба там, завернутый в тряпочку. То есть, видимо, их видели, но не выдали и не выгнали, а наоборот им хлеба принесли. Да, это вот подумать, сколько людей за эти годы были замешаны в том, чтобы... Да, понимаете, вот я не могу указать на кого-то конкретного, но вот они так бродили. Конкретно мы не знаем, это безымянные герои, поэтому у нас проект, чтобы именно этот коллективный подвиг белорусского народа увековечить. Причем ведь люди что запоминают? Достаточно было одного предателя, одного подонка, чтобы людей выдать. Но чтобы люди спаслись и вот таким вот чудесным образом действительно, думая, что идут куда-то в сторону фронта и дождаться на этих землях, пока не пришла сюда советская армия. Сколько людей были замешаны в том, чтобы помогать спастись этим людям. И по крайней мере тем, что мы рассказываем сегодня об этом, мы ставим этим людям действительно настоящий Яд Вашем, вечную память этим коллективным героям. Еще вы говорили, что кто-то был в партизанском отряде тоже из... В партизанском отряде, да, знавала человека. Звали его Муля. Муля, я не помню, не знаю, как полное имя, наверное, Самуил. Расскажите, что вы слыхали от него, что вы знаете. От него. Он был в Минском гетто вместе со всей своей семьей. Семья его там погибла, сумел сбежать с группой, их группа бежала. И они оказались в лесу, и они присоединились там уже существующему какому-то партизанскому отряду. И вот с этим отрядом он провоевал всю войну до прихода советских властей, и тогда они влились в эти, значит, советские войска, и он продолжил воевать, пока его не призвали и не объявили шпионом. И уже советская власть его посадила в советский лагерь как шпиона, где он потом был освобожден и реабилитирован, по-моему, в 1953 году. В общем, в 50 каком-то году он был освобожден и реабилитирован. Но уезжать из Сибири отказался, из тех вот краев. Он был уверен, что если он вернется в европейскую часть, то его обязательно снова посадят. Такое у него внутреннее было убеждение, поэтому он не вернулся. А там же женился на какой-то тоже вот еврейке из тех, кто были посажены. Знали этого человека в какие годы? Я с ним познакомилась в
в 69-м или 70-м году, когда в Москве, он приехал с семьей в Москву, вот, и вот тогда мы с ним познакомились. Да. Ну, понятно, в те времена было непросто, и те, кто были на оккупированной территории, было подозрения всяческие были. Да, в любой ответе был пункт, где-то был во время войны, да. Это было все непросто. Мы уже не писали, хорошо, так. Да. Отряд, в котором Муля. Этот Муля был, то, что он рассказывал. Это был белорусский в своем основе отряд. Он принимал туда всех, кто сумел сбежать из гетто и присоединиться к ним. И даже более того, поскольку я поняла, они помогли какому-то количеству людей сбежать из гетто и взяли к себе. Причем брали не только сильных мужчин, способных носить оружие и воевать, они принимали даже женщин с детьми. Они их не прогоняли, них у себя их оставляли. Они там, может быть, не воевали, а может, они там стирали и готовили, но они у них были. И они, соответственно, тоже выжили и дождались советских властей, войск. Да, вот это очень важный момент. То есть отряд был основан не уцелевшими из гетто или окруженцами евреями, а это были местные белорусы. Да, и они ходили доставать и спасать евреев каких-то. И они воевали вместе. Они воевали вместе, как он говорил, то, что говорит, знаете, такое выражение «братья по оружию», это высоко звучит, но это как раз тот самый случай, просто лучше и не скажешь. Это я почему еще подчеркиваю, потому что я в свое время разговаривала с одной женщиной, которая родом была из Лодзи. Лодзи это в Польше. И она рассказывала про ее брата, который сумел сбежать из Освенцима и к полякам в партизанский отряд, и они его вернули в Освенцим. Как говорят по-французски, «Vive la petite différence». Вот, и поэтому я, собственно, это хочу подчеркнуть, потому что эти люди не только не прогнали, они относились как к равным себе, вместе воевали потом, и вместе потом влились в советскую армию и продолжили вместе воевать. Была общая война против общего врага. Да, да. Вот я не знаю, почему у поляков это не получилось. Вроде бы тоже там был общий враг, но вы видите, видимо, у них голова другая. Наверное. Приветствую всех, товарищи. В ссылках под роликом вы сможете увидеть предыдущие наши публикации. И мы начинаем сегодня проект «Массовый героизм белорусов в годы Великой Отечественной войны», выражавшийся в том, что под нацистской оккупацией люди ставили в кон не только свои жизни, но и жизни своих близких, своих семей, своих односельчан, спасая тех людей, которых нацисты решили истребить только за то, что они родились. Это часть массового подвига белорусского народа в годы Великой Отечественной войны под немецкой оккупацией в советское время, так сказать, не афишировалась. И ей не уделялось должного значения. А некие факторы в далеком зарубежье, узурпировавшие себе право говорить от имени жертв геноцида, в отношении нашей родной Белоруссии занялись этим вопросом с линцой, с прохладцей. Кого-то признали праведниками, какое-то имеет к нам отношение. К сожалению, за 30 с лишним лет независимости республики исторический истеблишмент не пошевелил пальцем и мизинцем, чтобы увековечить массовость этого подвига белорусского народа. Поэтому сегодня, когда живы те, кто еще слышали из первых уст об этих героических деяниях своих родных и близких, и постоянно по всей стране снова и снова слышишь от людей эти истории. Те, кто слышали их из первых уст от своих родителей или дедов или других родных, мы призываем всех писать нам, контакты под роликом, присылать записи, или мы сделаем записи сами. Современные средства связи позволяют это сделать в любом уголке республики. И обязательно мы должны увековечить именно
массовый героизм безвестных героев по всей нашей небольшой, но чудесной стране. Массовый подвиг белорусов. И пусть рассказ Емельяна Николаевича Лепешки послужит образцом того, как должен каждый из вас, дорогие сограждане, соотечественники, прислушаться и постараться увековечить, пока живы те, кто слышал из первых уст об этом подвиге.